الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи, ва асхабихи, ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Альхамдулилля, мы продолжаем цикл лекций, тафсира 30-го джуза. И сегодня с вами поговорим сура Аль-Аляк, или его еще говорят Икра. И хотел бы напомнить и поправить наше намерение. Почему? Потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: человек, который пришел в дом Аллаха ради того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Это великая награда от Аллаха, великая милость. Из-за этого пусть каждый из нас поправит наше намерение. Пусть Аллах сделает этот урок благословенным и принесет всем нам пользу, как в этом мире, так и в ахирате. Альхамдулилля, сура Аль-Аляк, ее можно разделить на 3 части. И, иншаллах, мы ее каждую по отдельности разберем. Первые 5 аятов этой суры – это самые первые аяты, которые Аллах Субханаху ва Та'аля ниспослал нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. И вот с этого момента у него началось пророчество. От Айши рады Аллаху анха передается: сначала Аллах Субханаху ва Та'аля ниспослал пророку Мухаммаду во сне благое видение. То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сначала начал видеть сны, и после этого он начал уединяться, то есть поклоняться Аллаху Субханаху ва Та'аля именно в пещере Хира. Почему? Потому что когда он находился в Мекке, он не мог там находиться. Из-за чего? Потому что там люди везде совершали ширк. То есть поклонялись не Аллаху и благодарили не Его. Почему? Потому что вокруг Каабы и внутри Каабы было 360 идолов. Из-за этого он уходил в гору и в пещере Хира уединялся. Не просто там час или 2, нет. Он туда уходил на несколько дней. И, побыв там, он возвращался домой, Хадиджа. Через некоторое время он обратно брал запасы и уходил заново. Вот так вот начались первые его сновидения и первое приближение к Аллаху. И потом уже через 40 лет от года слона, то есть когда пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям было 40 лет, месяц Рамадан, 17 числа, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям был в пещере, слышит звук. И кто-то ему говорит: читай. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, то есть он не умел читать, и он не умел писать. И он говорит: я, не умею читать. И тогда ангел Джибрииль сжал его до такой степени, то что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям чувствовал то, что сейчас он его сдавит. И тогда ангел Джибрииль отпускал его и говорил: читай. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорил: я не умею читать. И тогда ангел Джибриил схватил его еще раз и отпустил, сказал: читай. И когда 3-й раз пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: я не умею читать, и ангел Джибриил схватил его, сжал и сказал: икра,
бисми раббика аллази халяк. То есть читай с именем Господа твоего, который сотворил. И вот с этого момента начались откровения. То есть это самое великое, это благо, которое Аллах Субханаху ва Тааля отправил нам. И вот в этих 5 аятах Аллах Субханаху ва Тааля призывает нас о чем? Чтобы мы задумались о сотворении человека. Почему? Потому что во 2 аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Халякал инсана мин аляк». То есть человек, который был создан из сгустка. То есть что-то маленькое. Сгусток крови — это вообще ничто. И мы, если посмотреть на себя, на людей, то после того, как Аллах в утробе матери создает этот плод, и потом, когда его мать рожает, и Аллах его не оставляет, и каждый день ему дает свои блага, питание, здоровье, воздух. И когда человек, он уже становится образованным, да, тогда он начинает проявлять свое высокомерие. Но до этого посмотрим, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, очень сильно испугался, то, что он впервые увидел ангела. И он, прибежав домой, начал говорить: «Заммилюни, заммилюни», то есть «укройте меня», и он весь дрожал. И Хадиджа, рады Аллаху анха, завернув его, когда он успокоился, спросила: что случилось? И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал то, что он видел. И смотрите, Хадиджа, рады Аллаху анха, ему что говорит? Аллах тебя никогда не обидит и не оставит. Почему? И она начала перечислять. Потому что ты поддерживаешь родственные связи. Потому что ты помогаешь бедным. Потому что ты проявляешь щедрость. И за эти качества Аллах Субханаху ва Тааля никогда тебя не оставит. То есть, смотрите, даже живя вот в этом обществе, да, они понимали, то, что вот эти качества, которые были у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это великие качества. И когда она повела к Вараке, да, то есть к своей дяде, да, Варака, который был уже старым, слепым, да, и он изучал христианство и иудаизм. И когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал то, что произошло, это событие, то он сказал, то, что это тот же ангел, который приходил к Мусе, Муса алейхиссалям, и добавил: если я буду жить, то я тебе помогу. И добавил то, что твой народ, он тебя будет прогонять. И даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, удивился: как они меня будут прогонять? Он сказал: потому что каждый, кто приходил с этим посланием, его народ не принимал и выгонял. Из-за этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он очень переживал. И через некоторое время Варака ибн Науфаль, он умер, да, и вот эти откровения прекратились на некоторое время. И вот эти первые 5 аятов, которые были ниспосланы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, это говорится, что это первые аяты пророчества. Не послание, а именно пророчество. Почему? Потому что сура Муддассир, это вот первые аяты, да, Муддассир, да, это уже послание. И из-за этого самыми первыми
аятами, которые Аллах Субханаху ва Тааля не спаслал пророку Мухаммаду, это было первые 5 аятов суры Аль-Аляк. Вторая часть, которую мы можем разделить, это 6, 7 и 8 аяты. И здесь Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Калла инналь инсана ла ятага, ар-руаху стагна, инна иля раббика руджа». То есть поистине человек переступает границы от того, что он увидел, то, что он ни в чем не нуждается. Как я уже говорил, когда человек становится самостоятельным, и когда он уже приобретает какое-то богатство, какое-то положение в обществе, власть, он начинает забывать. Забывать о чем? Во-первых, то, что эти блага, которые у него есть, это все от Аллаха Субханаху ва Тааля, от его Господа, который его сотворил. Он об этом забывает. И Аллах Субханаху ва Тааля, который милостив, Он напоминает нам. И в 8 аяте что Он говорит? Поистине Господу твоему возвращение. То есть каждый из нас вернется к Аллаху Субханаху ва Тааля. И каждый из нас должен готовиться к этой встрече. Если мы узнаем то, что к нам идет какой-то гость, и если он не просто какой-то там обычный гость, да, а какой-то там более высокий, статусный, тогда мы не то, что за ночь или за день начинаем готовиться. Нет, заранее. А нас что ждет? Какая встреча? Это с нашим Господом. С Аллахом. Судный день, когда мы будем отвечать за каждое сказанное слово и за каждое сделанное дело. Так давайте же начнем готовиться прямо сейчас. Потому что если мы будем все это оттягивать, то может быть и поздно. Вот над этим мы должны задуматься. И Аллах Субханаху ва Тааля, зная об этом, то, что мы забываемся, Он об этом напоминает нам, чтобы мы готовились к этой встрече. И последняя часть, которая занимает большую часть этой суры, да, с 9 по 19 аят, это, конечно же, предостережение. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Араайта аллази янха». Видел ли ты того, который препятствует? Абдан иза салля. То есть рабу, пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи, который молится. И вот здесь мы уже знаем то, что треть Корана состоит из чего? Из рассказов. Чтобы мы лучше понимали. Потому что когда нам говорят какую-то теорию, мы ее не можем понять. Но если нам приведут какой-то пример, тогда мы уже понимаем. И вот здесь речь идет о Абу Джахле. Абу Джахль — это тот, который ненавидел пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И он однажды подошел к своим соратникам и спросил: вы видите то, что пророк, то, что Мухаммад совершает земной поклон? Они говорят: да. Я, говорит, клянусь своими богами, то, что если я увижу то, что он поклоняется, то я наступлю ему на его шею. И когда он увидел то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям
совершает саджда около Макама Ибрахим, то есть место стояния Ибрахима, да, то он захотел подойти к нему. То есть к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхиссалям, и выполнить свое обещание. Но мы знаем, кто уверен, то, что Аллах, субханаху ва та'аля, Он его защищает, он ничего не боится. И когда Абу Джахль хотел подойти к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, то он начал отмахиваться руками и пятиться назад. И люди, которые его видели, спросили: ты что делаешь? И тогда Абу Джахль сказал: вы не видели, что ли, то, что когда я хотел подойти к Мухаммаду, то передо мной образовался огненный ров, и были какие-то крылья. Я от этого начал отмахиваться и ужаснулся. И вот здесь из этого рассказа мы понимаем, что? То, что Аллах, субханаху ва та'аля, Он никогда не оставляет своего раба. Никогда. Не только при рождении сотворил, и все, раб родился, и все. Нет, ни в коем случае. Почему? Потому что Аллах, субханаху ва та'аля, Он любит нас. Он желает для нас добра, и чтобы мы вернулись к Нему, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илля-Аллах, Мухаммад Расулуллах». И когда Абу Джахль грозил пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он здесь не совершал саджда, и говорил то, что если ты будешь совершать, то я призову свое племя, которые здесь самые сильные и многочисленные. И тогда Аллах, субханаху ва та'аля, что говорит? То есть про Абу Джахль говорит: «Фальяд'у надия, санад'у забания». То, что говорит вот этот грешник, он обещает позвать свое племя. И пусть, говорит, зовет. А мы позовем адских стражников. И в другой суре приходит то, что у ада есть стражники, ангелы, их сколько? 19. С одной стороны, если посмотреть, всего 19. Да что это 19? Но нет. Аллах, субханаху ва та'аля, сделал это число для того, чтобы грешники и неверные обольстились этим. Что 19? Нас очень много. И 19 для нас ни почем. И вот здесь Аллах, субханаху ва та'аля, Он этими аятами в первую очередь указывает то, что угроза, предостережение тем, которые не будут подчиняться приказам Аллаха и остерегаться Его запретов. И также в этих аятах Аллах, субханаху ва та'аля, укрепляет тех, которые подчинились Ему. И мы должны понять одну вещь. Если все люди на этой земле соберутся и захотят причинить тебе вред, а Аллах этого не захочет, то они абсолютно ничего не смогут сделать. И также, если весь этот народ захочет собраться и помочь тебе, а Аллах этого не пожелает, они ничего не смогут сделать. Почему? Потому что все, что находится вот в этом мире, подчиняется только Аллаху, субханаху ва та'аля. Он аль-халик, Он сотворил, Он создатель. И все двигается только по Его приказу. И
И в последнем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Калла ла тутиху васджуд вaqtarib». То есть, нет, не подчиняйся ты его приказу, то есть не бойся его предостережений, совершай саджда и приближайся ко мне. Вот из этого аята мы понимаем, если нам кто-то будет говорить то, что все, ты не поклоняйся здесь. И если у нас будет возможность совершить в другом месте, то мы должны это совершить. Почему? Потому что мы вернемся к Аллаху. Потому что каждый из нас будет отвечать. Если посмотреть на наших бабушек и дедушек, которые жили буквально недавно, и у них были какие тяжелые времена, но несмотря на это, они подчинялись приказам Аллаха. Не оставляли и не говорили то, что я же не могу. Нет. Они совершали. Почему? Потому что понимали то, что вот этот мир, он временный. И когда-то каждому из нас придется возвращаться к Аллаху, Субханаху ва Тааля. И из-за этого они подчинялись. И плюс, конечно же, мы, совершая намаз, должны обращаться к Аллаху. Должны обращаться к Аллаху. Почему? Потому что самое сильное оружие мусульманина – это дуа, это мольба, которую Аллах Субханаху ва Тааля любит, когда к Нему обращаются, когда у Него просят, когда перед Ним унижаются. Он любит это. И мы, которые сотворены из сгустка крови, не должны проявлять свое высокомерие. Нет. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля, Он возвеличивает, кого пожелает, и унижает, кого пожелает. Так давайте будем среди тех, которых Аллах возвеличил. И альхамдулилля, Он нас, самое главное, возвеличил чем? Чем? Иманом, который, альхамдулилля, у нас есть, который ни за какие деньги не купишь, никакой работы не заработаешь. Давайте ценить это. Ценить. Обращаться к Аллаху, чтобы Он нас укрепил на этом. И, конечно же, ни в коем случае не поддаваться уловкам и предостережениям тех, которые борются против ислама, против тебя. Говоря то, что нет, не совершай. Мы должны понять. Аллах Субханаху ва Тааля нам никогда не приказывает тех вещей, которые мы не можем совершить. И кто говорит то, что я не могу, у меня не получается, это только отмазки. Этот человек сам себя обманывает и больше никого. Из-за этого пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи, укрепит на этом пути и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илля Мухаммад Расулуллах». Субханаллах бихамдик, шаду ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр.